Из сообщения пресс-службы МВД 21 апреля в отдел МВД России по Мирнинскому району обратилась 62-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. По предварительным данным, речь идет о 10 миллионах рублей, которые она инвестировала в мошенников. Часть из похищенных денег заемные. И это только один из множества случаев, когда человек осознанно отдает собственные и зачастую кредитные средства в руки мошенникам, добровольно, как будто под гипнозом. Действительно, очень уж похоже на гипноз, правда? Такое любого загипнотизирует. Но, к великому сожалению, это обман. В реальной жизни такого не происходит. Это всего лишь сказка, которая не имеет хэппи-энда. Доверять можно только проверенным инвесторам с прозрачной историей. И если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это обман. Будьте бдительны и инвестируйте разумно. Как вы уже поняли, далее в нашем новом выпуске передачи про деньги мы продолжим говорить об инвестициях. Итак, сегодня мы разберем реальные случаи с пострадавшими и попробуем сгенерировать свой вариант плана действий. На конкретных примерах мы попробуем разобраться, сколько денег в реальности смог бы заработать человек, который не стал обращаться в легальную брокерскую компанию, а поверил мошенникам. А именно покажем, на чем строится мошенническая схема, как эта схема работает в реальном, легальном мире инвестиций. И сегодня у нас в гостях Платонова Светлана Александровна, финансовый советник, управляющий брокерской компанией, эксперт по финансовой грамотности. С чего начинается путь инвестора? Так, ну, тут, как всегда, я буду говорить свою любимую фразу, да, о том, что все начинается с финансовой грамотности. К инвестициям необходимо, ну вот я буду это повторять каждый раз, когда меня об этом спрашивают, только после того, как налажены все вопросы личных финансов. То есть нет высокой кредитной нагрузки. Семья справляется с доходами, расходами, у них остаются какие-то свободные деньги, у них есть подушка безопасности, у них есть закрытые уже материальные вопросы, да, то есть у них имеется имущество, да, и остаются свободные деньги. Вот именно эти свободные деньги мы уже пытаемся куда-то пристроить для того, чтобы извлечь прибыль. То есть инвестиции – это что? Это вложение свободных денежных средств с целью извлечения прибыли. Это вот такое определение. Поэтому мы понимаем, что забегать вперед не надо. Надо сначала пошагово пройти весь этот путь. Потому что если вы изначально пойдете, скажем так, это, конечно, не инвестиции. Да? То, что хотят наши граждане, они же хотят это сделать очень быстро. Да? А то, что быстро, это у нас считается все-таки спекуляция. Это к инвестициям отношения это не имеет. Инвестиции – это долгосрочное мероприятие, да? То есть от 3 лет и больше. Вот это уже инвестиции. Поэтому сначала нужно разобраться с личными финансами, повышать уровень финансовой грамотности, а уж если у вас есть уже свободные денежные средства, там уже нам необходимо обучение. И вот это обучение, оно будет связано именно, если вы хотите заниматься инвестициями именно на фондовом рынке, да, совершать какие-то операции с ценными бумагами, покупать акции, продавать акции, да, покупать облигации, да, или какие-то паевые инвестиционные фонды. Тут, конечно, нужно обучение. И что может помочь? Ну, во-первых, есть наш сайт основной, да, это моифинансы.рф. Он как бы для начинающих. Вы там можете посмотреть всю информацию и по личным финансам, и какие-то азы инвестирования. Тоже там все это есть. Второе, если вы хотите более углубленное обучение, пожалуйста, зайдите на сайт moex.com. Это официальный сайт Московской биржи. Там есть школа Московской биржи. И там выложены вебинары, есть обучающие курсы, да, и для начинающих, и для уже опытных частных инвесторов. И там вы тоже можете получить какие-то знания. Какие-то уроки есть бесплатные, какие-то есть платные уроки, да, и таким образом вы начинаете постепенно уже погружаться. Ну и, конечно, телеграм-каналы, которых сейчас очень много, да, и там тоже можно найти какие-то, ну, конечно, по отзывам, да, экспертов, которые могут вам помочь найти свой путь именно в инвестициях. Самое главное тут, конечно, не напороться на мошенников. Вот именно лжеброкеров. Да, потому что лжеброкеры, они тоже могут маскироваться под экспертов по финансовой грамотности, и у них могут быть даже уроки
в принципе, даже неплохие и полезные уроки по финансовой грамотности, да, вы это все пройдете, но итогом все равно вас будут заманивать в свое предложение, которое будет, конечно, ну, для вас плачевным, если вы не разберетесь, что это лжеброкер. Получается, что настоящий финансовый советник, финансовый эксперт, он никогда не будет вовлекать в какой-то один проект, да? Он будет предлагать варианты человеку на выбор. Или разработать для него специально какой-то, например, там, подходящий именно для него какой-то портфель или какое-то направление инвестиций. Так? Смотрите, если говорить про инвестиции, да, и если говорить про частного инвестора, который пришел и еще не знает, что ему делать, но у него есть огромное желание вот, попробовать вложить свои деньги на именно фондовой бирже, да, чтобы у него была такая диверсификация его капитала, да, чтобы у него часть денег хранилась там. Тогда необходимо что сделать? Необходимо, во-первых, определить риск-профиль частного инвестора. Как он будет относиться, например, к тому, что вчера у него на счете было 100 тысяч рублей, сегодня он проснулся, а там 50 тысяч. Вот какая реакция? Да? Если у человека однозначно негативная реакция, и он ну, в шоке, в стрессе находится, значит, никаких агрессивных инструментов, скорее всего, ему брать не надо, не стоит. Ему нужно обратить внимание на что-то такое более спокойное, то, что меньше всего подвергается такому движению, да, рыночному, где он, в принципе, может инвестировать довольно спокойно. Это будет какой-то консервативный портфель. Это вот первый момент, это определение риск-профиля. Да? Дальше следующим шагом у нас будет определить именно финансовую цель. Вот с какой целью он пришел на фондовый рынок, вот для чего. И какую эту финансовую цель он хочет за какой период достичь. То есть нам нужно знать горизонт инвестирования. Вот эти три вопроса, они самые важные. Я хочу сказать, что каждый частный инвестор, который приходит, да, у каждого будет свой портфель. Не будет у двух людей одинаковых портфелей, потому что у них возраст разный, подход у них разный, риск профиля разный и финансовые цели у них разные. Также у них разные знания и опыт. Да. Кто-то хочет углубиться и самостоятельно что-то делать, а кто-то хочет это делать с помощью финансового советника. Да. И кому-то спокойнее, у него, например, есть другая своя работа, у него нет времени, чтобы заниматься этим, ну, очень глубоко. Поэтому ему проще сделать так, чтобы, например, у него были в портфеле паевые инвестиционные фонды, и этим занимается управляющая компания, да? Это делает профессиональный управляющий. Поэтому у каждого человека будет разный портфель, одинакового не будет ни у кого. Угу. И получается, что вот, например, читая новости, да, складывается такое впечатление, как будто люди относятся к инвестициям как к чему-то волшебному, как к чему-то такому, которое вот как подарок, что ли, как бонус какой-то. Ну, бонус такой, ну, необязательный, возможно, да. И здесь получается, что ведь доход по инвестициям — это очень серьезный продукт. Вообще инвестиции — это серьезный финансовый инструмент, за который нужно платить те же налоги, да, и вообще, в принципе, относиться к этому нужно очень серьезно. И считать все буквально там до копеечки. И удивительно, что многие просто этого не учитывают. И я прошу вас рассказать о том, какие налоги люди платят, и вообще, как считается прибыль от инвестпродуктов. Начнем с того, что такое отношение человека к инвестициям как к чуду. Да? Это опять-таки мы говорим про спекуляции больше. Почему? Потому что это такой подход более такой быстрые деньги, значит, как приз, как лотерея, да? Да. Как казино. На самом деле это не так. Если говорим мы про инвестиции, это, конечно, что-то более долгосрочное, и там действительно нужно знать про налоги. Что самое основное? Большой плюс то, что налоговым агентом у частного инвестора является брокер, у которого открыл брокерский счет. Это означает, что в конце каждого года брокер будет смотреть, какой ему нужно оплатить налог и перечислить в бюджет Российской Федерации. Причем расчеты сделает сам наш налоговый агент, наш брокер, и перечислит налоги, если вы хотите, тоже он. Для этого вам надо будет оставить в конце года просто определенную сумму свободных денежных средств, которые эквивалентны тому налогу, предварительному налогу, который вам начислят. Это первое. Да? Второе. Существуют ряд налоговых льгот, преференций. Да? Например, это льгота долгосрочного владения от 3 лет. Вот продержали вы 3 года,
И, значит, у вас по вашему активу, если вы его продадите через 3 года, уже прибыль платить не надо, потому что вы используете эту льготу. Есть еще ряд других льгот. Есть очень интересный такой налоговый режим, как индивидуальный инвестиционный счет. Тем более сейчас у нас он стал более интересным, чем было раньше. Да? Раньше у нас было 2 типа, тип А и тип Б. Сейчас у нас только есть и из 3-го типа, который объединяет в себе преимущества и 1-го типа, и 2-го. Кстати, можно будет сделать отдельную передачу по поводу вот такого вида брокерского счета, потому что это очень интересный продукт, и там действительно можно будет получать налоговые вычеты. То есть из уплаченных налогов вам налоговая инспекция, после того, как вы заполните свою декларацию НДФЛ, если вы пополнили свой брокерский счет, да, на сумму там, не превышающую 400 тысяч рублей, то вы можете вернуть 13% от этой суммы в следующем году как возврат своих налогов. Ну, то очень есть, интересно. Да, и это же хорошо, что есть такой налоговый агент. У нас голова, в принципе, не болит по поводу этого. Да. И получается, что человеку в любом случае при шаге в инвестиции, да, при вот таком решении, принятии решения, да, инвестировать в собственные средства, ему необходимо задуматься о том, что ему потом придется выплачивать еще и налог. Правильно? Да. Вот. И сейчас мы выведем на экран сообщение из ленты официального канала прокуратуры Республики Саха-Якутия, где говорится о том, что с августа 2024 года по январь 2025 житель города Якутска отправлял на счет своего знакомого денежные средства, которые в итоге потерял. Сумма ущерба составила 2 миллиона 400 тысяч рублей. Вопрос: сколько бы заработал на инвестициях данный житель и сколько бы он мог заработать, используя он легальные сервисы и легальные схемы, и воспользовался бы услугами брокерской компании, и а не стал жертвой мошенников. Вот как это определить? Можем ли мы с вами сейчас рассчитать? Так, ну давайте сразу же оговоримся, что мы возьмем вот эту сумму 2 миллиона 400, и это собственные средства нашего горе-инвестора, скажем так, да, наверное, можно так сказать. И он не использовал при этом никаких кредитных средств. Потому что если бы он использовал еще и кредитные средства, то это, конечно, там ни о каком доходе не может быть речи, потому что мы понимаем, что сейчас у нас процентные ставки по кредитам, они заградительные. По сути, это означает, что такие высокие ставки, ни при какой, наверное, ситуации брать не стоит в настоящее время. Да? Существует так. И вторая оговорка, то, что в инвестициях законом запрещено, вообще мы не можем гарантировать никакую доходность. То есть мы не знаем, тем более на такой короткий срок, как вы озвучили, да, это с августа по февраль, это 6 месяцев, да, получается. Да? Но это не инвестиции, это мы сразу скажем, что это спекуляция. Но все-таки что-то же можно было заработать. Поэтому давайте возьмем любой калькулятор в интернете, например, такой ресурс, как calcus.ru. Сейчас вот в параллель со мной могут наши зрители тоже зайти на этот сайт. Да? Напишем мы calcus.ru, первая, 4-я буква это C, да? calcus.ru. Очень удобный сервис. Буквально за несколько минут можно там все посмотреть. Открываем. Выбираем. Нас интересует сейчас калькулятор. Сначала давайте калькулятор вкладов. Потому что я говорила на прошлой передаче, сейчас тоже повторю, что банковские вклады вот с прошлого года можно считать условно инвестиционным продуктом. Почему? Потому что таких высоких процентных ставок по вкладам не было давно. И ими, конечно, стоит воспользоваться. Мы берем сумму 2 миллиона 400, потому что мы, для простоты. Я понимаю, что он, конечно, в разные суммы вкладывал и отправлял в течение полугода, но для простоты мы сделаем так. И срок размещения напишем как раз-таки 6 месяцев, да, потому что он отправлял деньги, по-моему, с августа по февраль. Возьмем 6 месяцев, да. Пускай процентная ставка будет у нас фиксированная, средняя ставка, 21 не будем писать, хотя они были и такие. 19, может, 19,5. Давайте 18 возьмем, да? 18%. И поставим галочку на капитализацию процентов, потому что капитализация процентов, она помогает нам заработать больше, да? Потому что на каждую новую сумму будет начисляться новый процент. Да. Получается, что у нас вклад работает уже по принципу сложного процента. Нажимаем «Рассчитать», и получается, что начисленных процентов за полгода у нас 224 900 рублей и 95 копеек.
Получается, что у нас эффективная ставка стала 18,69, ну, за счет того, что была капитализация. И налог 1937 рублей 12 копеек. Ну, то есть можно было просто эти деньги положить на банковский вклад, да, с капитализацией процентов и заработать за 6 месяцев 224 900 рублей 95 копеек. Но я думаю, что наш пострадавший он, ну, естественно, ничего не заработал, потому что он просто отдал деньги своим мошенникам. Да? И второй калькулятор. Давайте попробуем, например, ну, конечно, у нас в инвестициях нет никакой гарантированной доходности, но можно, допустим, эту сумму было вложить в облигации, например, в облигации, да, корпоративные или ОФЗ. Ну, возьмем корпоративные облигации надежного эмитента, ну, какого-нибудь там знакомого каждому якутянину, например, эмитент Алроса, да, допустим, или, допустим, тот же Сбербанк, да, ну, такие компании, Ростелеком, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Мы возьмем калькулятор инвестиций уже на этот раз, да, и, значит, выберем мы тоже доходность по купонам сейчас. Сейчас очень много облигаций, которые выплачивают ежемесячный купон. Это аналог банковского депозита. То есть вам по банковскому депозиту, по вкладу приходят, начисляются банком проценты, ежемесячно вы их получаете. Таким же образом можно получать и на брокерский счет за счет вот ежемесячных купонов. Давайте поставим тоже 2 400 000. Срок инвестирования. Вот видите, вот здесь инвестиции, здесь нет понятия месяцы. Да, здесь сразу идут года. Почему? Потому что инвестиции это же долгосрочный вопрос. Да? Поэтому ладно, мы здесь поставим. Ну, 1 год. Или мы поставим 0,5 лет, то есть полгода, да, и поставим такую же ставку 18% годовых. Да, и поставим реинвестировать доход. Для того, чтобы у нас работал сложный процент, да, эффект сложного процента, чтобы у нас каждый раз увеличивалось у нас. И период реинвестирования поставим раз в месяц, потому что мы предполагаем, что мы вкладываем в облигации с ежемесячным купоном. Итак, нажимаем «Рассчитать». Так, значение должно быть больше или равно единичке. То есть мы не можем на полгода здесь рассчитать срок инвестирования. Даже калькулятор нам об этом уже кричит красным цветом. Да, поэтому мы поставим минимальный срок инвестирования, это 1 год. Да? Нажимаем «Рассчитать». И получается, что можно было получить доход за 1 год 469 483 рубля 61 копейку. Это за счет просто ежемесячных купонов, которые приходят, и реинвестирования их обратно. То есть это, ну, стоит задуматься об этом, да? Чем искать сложные пути, особенно если нет никакого опыта, да? Если мы не понимаем, вот, как действовать, значит, на фондовом рынке, и предполагать, что сразу будет какой-то доход и что это будут большие деньги, ну, это, наверное, ну, не совсем верно. И давайте еще попробуем тогда, допустим, хорошо, облигации довольно сложно. Что же есть такое, какой есть такой инвестиционный инструмент, который понятен, в принципе, всем? Конечно, тоже сложновато, но разобраться можно. Недвижимость. Да, недвижимость. Недвижимость. Допустим, он бы купил комнату в общежитии. Тоже стартовый капитал примерно такой же, 2 400 000, да? И сдал бы, например, в аренду ежемесячную. Ну, поставим срок инвестирования, давайте поставим, ну, 1 год давайте поставим, потому что у нас и по облигациям был год. Ставка по недвижимости средняя, это, ну, не больше там 7-8%. Не такая уж высокая, потому что это консервативный такой подход, да. Но мы будем реинвестировать наш доход. Допустим, мы не будем тратить наши деньги, которые получили за аренду, а пойдем в банк и положим их на вклад, и будем реинвестировать их, да. Раз в месяц, вот как мы получили, тут же эти деньги у нас пошли на вклад. Тоже рассчитать. И получается, что на таком консервативном инструменте, как сдавать жилую недвижимость, комнату, допустим, в общежитии, да, за 1 год можно заработать 199 198 рублей и 82 копейки, практически 200 000. Да? Здесь единственный нюанс, что придется выплачивать налог самому, да, то есть подавать декларацию 3 НДФЛ. Это первый вариант, то есть 13% от дохода по аренде. И второй вариант, нужно пройти регистрацию самозанятым, и тогда у нас налоговая ставка будет намного ниже. 4%, если вы сдаете физическому лицу, 6%, если вы сдаете это юридическому лицу. В любом случае эти деньги можно было, в общем-то, вложить даже так консервативно. То есть мы рассмотрели 3 варианта сейчас. Это банковский вклад, да, который дал бы нам заработать за 6 месяцев довольно приличную сумму, да?
Это на фондовом рынке это облигации с ежемесячным купоном. И консервативный инструмент – это жилая недвижимость, которую можно сдавать в аренду. И все три этих подхода, они принесли бы деньги. Сейчас на экранах телезрители наблюдают тоже одно из сообщений, которое было в телеграм-канале прокуратуры республики, да, и там в этом сообщении говорится о том, что под предлогом заработка на инвестициях человек потерял 4 миллиона рублей. Но, к сожалению, не указаны подробности, ну, схема та же. То есть понятно, да, звонок там и так далее, то есть все, и человек теряет деньги. Скорее всего, там также были заемные, и подробности можно узнать, зайдя, конечно, вникнув в этот вопрос, да. Вот. Получается, что этот человек мог бы заработать в 2 раза больше вот тех сумм, которые мы сейчас озвучивали. Да, ну, в 1,5 раза, чем те суммы, которые мы озвучили, потому что там примерно сумма такая. Можно посчитать, в принципе, сейчас. Давайте посчитаем, Давайте. потому что интересно же, все равно, вот, мне кажется, телезрителям интересно будет узнать с 4 миллионов, сколько можно заработать. Потому что почему-то мне кажется, что чем больше сумма, да, вот когда человек теряет большую сумму, мне кажется, что человек очень азартный. Вот он шел до последнего прям. Когда мне так кажется. человек говорит о том, что сколько можно мне заработать, и говорит какой-то очень короткий срок, это, конечно, говорит в нем азарт. Это не про инвестиции, это не инвестор, это, скорее всего, спекулянт. Ну и самое такое неприятное, что может быть, скорее всего, может быть, это даже и лудоман, человек, которому необходима помощь, да, специалиста, потому что сам он, скорее всего, не может с такой проблемой справиться. Потому что отправлять деньги, понимая, что возврата нет, да, это, наверное, какая-то все-таки проблема. То есть такому человеку необходима помощь, естественно. Но мы будем думать, что просто не хватило ему знаний. Да? Стартовый капитал, допустим, если 4 миллиона рублей, срок инвестирования 1 год, ставку поставим тоже, 18% давайте поставим, да? И тоже будем реинвестировать наш доход ежемесячно. И давайте рассчитаем. С 4 миллионов за 1 год можно было заработать просто на облигациях, у которых доходность 18% годовых, да, 782 472 рубля и 69 копеек. То есть вообще ощутимая сумма. Очень неплохая сумма, и тем более, что налоговым агентом является брокер, который за вас отчитается, за вас перечислит этот налог с вашего брокерского счета. Да? То есть вот можно было, это же такой консервативный, сумма налога сколько составила? Консервативный подход. Это будет 13% от этой суммы. Это где-то порядка 100 тысяч рублей. Так? Вот. И, например, если бы в недвижимость вложили, там будет ставка у нас ниже, там будет ставка где-то 8%, давайте посчитаем. Предположим, что был приобретен объект недвижимости в пределах 4 миллионов рублей для того, чтобы сдавать в аренду. Да? И тоже мы будем реинвестировать раз в месяц, допустим, на вклад в банк. Сколько у нас можно было заработать? За год это был бы доход 331 998 рублей и 0,3 копейки. Тоже, в принципе, неплохо. Да? Да, почти 30 тысяч в месяц. Это просто самый такой простой инструмент, с которым может разобраться любой, да, и, в общем-то, и на пенсии можно спокойно этим заниматься, да, и параллельно работая купить, вот, конечно, тут недостаток, что сразу нужен большой объем денег, да, потому что объект недвижимости, это, конечно, много денег необходимо, но вот у человека же было 4 миллиона рублей, будем думать, что это его собственные деньги были. Как повысить свой уровень финансовой грамотности? Какие книги нужно прочитать человеку, вот, которые ему помогут хотя бы понять, что такое процесс создания инвест-портфеля, что такое процесс создания своего личного финансового плана и так далее. Какие книги вы посоветуете нашим телезрителям? Вот сейчас у нас множество литературы, и в частности литературы, касающейся личных финансов. Вот в тот период, когда я начинала интересоваться этим вопросом, практически таких книг не было. Потом случился такой невероятный подъем уже, да, интереса к инвестициям, появилось очень много книг. Любая книга по личным финансам, которую вы найдете в магазине или там, в электронной библиотеке, если у вас есть читательский билет, вы, в принципе, можете заказать, да, и читать эти книги, она подойдет. Но я бы хотела остановиться на 2 книгах. Первая книга, которая такая, она очень объемная, там, наверное, страниц 600, да? Это есть такая управляющая компания, называется она Ars Agera, это санкт-петербургская компания, управляющая компания, у которой есть паевые инвестиционные фонды. Это не реклама этой компании, да, просто у нее есть очень хороший продукт. Это книга
который можно скачать бесплатно на их официальном сайте, в любом формате удобном для вас. Да? И там полностью рассказывается, начиная от азов по личным финансам и заканчивая уже более сложными вопросами, такими как составить себе портфель, да? Как он должен себя вести и так далее. Это очень полезная книга, я ее рекомендую для тех, кто интересуется инвестированием и кто только начинает. А вторая книга – это книга автора Александр Силаев, называется она «Деньги без дураков». Почему такое название? Потому что эта книга, она отрезвляет, то есть она как раз-таки для тех граждан, которые интересуются инвестициями, да, но снимает розовые очки. Да? То есть мы должны понимать, какие есть высокие риски в инвестировании. В спекуляциях тем более они есть. Они есть в инвестировании, и тем более они есть в спекуляциях. Поэтому вот эти рекомендации мои две, вот сегодня для наших зрителей, я думаю, они помогут для тех, кто интересуется вопросами инвестирования и хочет, чтобы у него там не было слишком высоких ожиданий от того, что они начнут свой путь и сразу начнут зарабатывать. Угу. Спасибо большое, Светлана Александровна. Ну а я напомню нашим телезрителям, что названные книги вы можете взять в библиотеках города Якутска или в своих районных библиотеках, потому что там можно оформить и электронный читательский билет, электронной библиотеки и повысить свой уровень финансовой грамотности. Согласно данным Банка России, за 2024 год число компаний с признаками нелегального участника рынка ценных бумаг выросло более чем в 2 раза. С 862 в 2023 до 1936 в 2024. И из них 120 нелегальных брокеров и управляющих, 1816 нелегальных форекс-дилеров. Стоит отметить, что число лжеброкеров выросло почти в 3 раза. Регулятор отметил усиление активности со стороны нелегальных форекс-дилеров. Теперь они предлагают клиентам использовать криптовалюту, чтобы пополнять счета в личных кабинетах и приобретать акции. Самой востребованной услугой, которую рекламировали нелегальные проекты, была возможность торговли на криптовалютных биржах и иностранном форекс-рынке. Мошенники по-прежнему используют легенду о наличии у компании лицензии иностранного регулятора, гарантируют выгодную покупку ценных бумаг и предлагают торговлю с огромным кредитным плечом. Это сообщает Банк России. Для участия в торгах лжеброкеры привлекают инвесторов через соцсети и персональные консультации в телеграм-каналах. В то же время возобновилась практика холодных обзвонов с неизвестных номеров или через мессенджер. Лжеброкеры часто используют агрессивную рекламу, создают видимость успешной деятельности своих клиентов на бирже и смело гарантируют потенциальным жертвам доходность. Хотя на самом деле никто не знает, как поведут себя отдельные активы и даже весь рынок. Если вы уже перевели деньги мошенникам, действовать нужно быстро. Так больше шансов вернуть хотя бы часть денег или поймать финансовых преступников. Прекратите любые платежи. Чем больше денег вы переведете, тем сложнее их будет вернуть. Обратитесь в банк, попробуйте оспорить перевод, сделать возврат перевода через службу поддержки вашего банка. Обязательно подайте заявление в полицию и прокуратуру. Чем больше жалоб на мошенников, тем выше шанс привлечь их к ответственности. Сообщите о мошенниках в Центральный банк Российской Федерации и Роскомнадзор. Это поможет заблокировать их сайты и предупредить их потенциальных жертв. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. Инвестиции бывают разные и могут приносить доход, но только если подходить к ним разумно. Мошенники пользуются доверчивостью людей, заманивая их обещаниями легких денег в свои мошеннические схемы. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно тщательно выбирать посредника на финансовом рынке и не торопиться с переводами денег незнакомым людям. До новых встреч в эфире!